Какой период в году выдается наиболее спокойным и бездейственным? Жительница Алдана Галина Красноусова знает точно, такого времени просто нет. Галина Ивановна работает в районном доме культуры. Также она является председателем Совета ветеранов района, лидером русской общины, активисткой женского движения и депутатом городского совета. Кроме того, из-под пера Галины Ивановны вышло порядка 3 десятков книг, повествующих о выдающихся и простых людях. Словом, каждый день с начала января и по 31 декабря у нашей героини наполнен массой хлопот. И наступивший 2026 исключением не стал. Вот уже несколько лет с русским объединением, руководителем Марина Львовна Тимошова, мы взяли патронат над теми бабушками, про которых даже не знают, что они вообще есть и существуют. Поэтому мы стараемся вот в Новый год, 8 марта, обязательно в День пожилого человека посетить их, в день рождения поздравить. Есть спонсор постоянный, который помогает нам, продуктовый набор, там самое вкусное, все такое, что можно им употреблять в пищу, мы привозим. И они такие все довольные, всегда говорят: вот какие вы молодцы, хоть, говорит, нас не забываете. Как известно, чтобы год стал удачным, радостью и оптимизмом необходимо наполниться в первые дни января. И особенно важно подарить заряд позитива одиноким пожилым людям. Традиционно в начале января активисты русской общины и члены Совета ветеранов посещают земляков, представителей серебряного возраста. Такие встречи, по мнению и гостей, и хозяев, наполнены живым теплом и особенной душевностью. Вот уже давно мы также поздравляем 90 лет, 95 и 100 лет. Это по приказу Владимира Владимировича Путина. Мы этих людей поздравляем. Там как раз попадают ветераны тыла. В свое время это были участники войны. Но сейчас у нас в районе ни одного нету. Но остались еще вдовы маленечко. Дети войны, которые сейчас тоже уже приурочены к участникам войны, будут обязательно, потому что их тоже очень мало. Вот в этом году в честь 80-летия мы делали праздник для них, «Ровесники Победы» мы его назвали. То есть все, кто родился в 1945 году, вот, мы всех пригласили на праздник, те, которые могли посетить его. Контакт с представителями старших поколений актив Совета ветеранов поддерживает постоянно. Для пожилых людей действуют разнообразные творческие студии, спортивные секции и тематические кружки. Находящиеся на заслуженном отдыхе граждане активно присоединяются к социально значимым проектам и акциям. Увлекательное времяпрепровождение дает мужчинам и женщинам возможность общения, поддерживает интерес к жизни и дарит ощущение того, что они нужны обществу. Очень даже хорошо, что вот сейчас в настоящее время открылось вот такой проект «Активное долголетие». А все начиналось с того, что Республиканский ресурсный центр «Победа» выиграл грант именно, чтобы собрать вот ветеранов в одно место на недельку. И назывались они «Серебряные каникулы». Вот мы поехали в Якутск, посмотрели, как все это. А потом нас летом пригласили в Чурапчу. И вот первый раз мы узнали, что это такое. Что это такое активное долголетие 55+. Ну а потом, в связи с тем, что город наш Алдан все-таки трудовой доблести и славится всему, к нам приехали представители ресурсного центра просто отдохнуть. И когда они устроились на нашей лыжной базе, вот именно в рождественские каникулы, то пришла идея сделать серебряные каникулы у нас в Алдане. И если вы помните, это вот было в 24 году, вот, где мы сделали серебряные каникулы по такому же принципу, как и было в Чурапче, как и в других улусах. И получилось так, что почти тоже около 100 человек были здесь. Это тоже и хоровое пение, это и физкультура, это йога, утром зарядка. То есть это, во-первых, самое интересное, что это одиночество. Вот люди в основном вот идут на такие мероприятия одинокие. А одиночество, я всегда говорила, это очень плохо для старости, потому что человек одинокий, он
вспоминает все свои болячки, все свои какие-то проблемы. А тут он пришел и в кругу своих же сверстников, своих друзей, он просто про все забывает. И они всегда говорят: о, и даже давления никакого нет. Вот у нас в этом году на серебряный, ну, в том году на серебряных каникулах самая старшая, ей было 88 лет. Вот. Так что вот, ну и потом управление культуры, искусств, да, открыли вот это активное долголетие, и все наши бабулечки, которые непосредственно активные, я имею в виду, именно активные, потому что если не активный, то его никак не затащишь. Они все вот начали сейчас почищать вот это и суставную гимнастику, и плавательный бассейн, и также поют, также рисуют, то есть свое творчество пытаются везде проявить. Особое внимание активам Совета ветеранов уделяется людям, на чье детство и юность выпало разрушительное военное и тяжелое послевоенное время. Суровая пора не делала скидку на возраст. С каждым годом все меньше и меньше становится вот этих участников войны. Это те, которые знают, что это такое. Они через это все прошли. И алданцы, тем более, наш город трудовой доблести, это как раз все, которые сейчас вот в настоящее время находятся, они всю свою жизнь отдали для того, чтобы мы жили здесь мирно, жили хорошо и не знали, что такое война. О людях, в кровопролитной схватке с фашизмом, отстоявших для потомков мир и покой, повествует вышедшая в свет в 2023 году книга «Герои Победы Алданской земли». Ее страницы рассказывают о людях, которые ковали победу на фронте и в тылу. Материалы для книги собирали члены литературного объединения «Самородок». Автором части очерков является Галина Ивановна Красноусова. Как только мы выпустили первый том «Герои Победы», «Герои Алданской земли», дело в том, что стали звонить внуки, дети, что: Галина Ивановна, вы, пожалуйста, если можете, напишите о нашей бабушке там, или о нашем дедушке. И я тогда прихожу и начинаю с ними беседовать, и потом получается вот статья, потом она входит. Да, вот уже почти 3 года мы собирали материал для того, чтобы издать вторую книгу, второй том. В этом году мы выиграли грант, вот, поэтому она скоро выйдет в свет. Должна обязательно в 26 году, дай бог. Это вот Тамот, это Хатастырь, это Куранах, это те советы, то есть это те ветераны, которые ну, непосредственно вот к нам относятся. И вот о их судьбах написано будет. В наступившем году Галина Красноусова отметит профессиональный юбилей. Сфере культуры она отдала 60 лет. К работе в районном ДК наша героиня приступила совсем юной, сразу после школы. В 1966 году обитель духовности и нравственности была совсем иной. Дом культуры располагался в старом деревянном здании, которого уже давно нет. Можно сказать, что детство наша сестренка прошло именно в Доме культуры, потому что раньше там библиотека была с одного крыла, а в другом был Дом культуры. Мама у нас там работала, поэтому мы пропадали там целыми днями. Ходили и в кино туда, на всякие концерты. Поэтому, может быть, как-то вот это все срослось с нами, да. И когда наступило время, ну, выбирать вроде как бы профессию, да, я никогда не думала, что я попаду в Дом культуры. Я мечтала быть стюардессой. Но в связи с тем, что, оказывается, меня если покружить, я не могу встать. То есть по состоянию здоровья, видимо, меня списали. Ну и заканчивала я вечернюю школу. И когда мы ее заканчивали, поехали в Якутск, курсы радиооператоров закончили. Ну и приехали сюда, и понятно, что люди раньше дорожили своим местом, любили свое место, свою работу. Поэтому не было как бы для нас пока не было места. И мне сказали: ну подождите. Мама нас воспитывала одна, и поэтому она говорит: ну и что, долго будем ждать, когда тебя пригласят? Вот нам в Дом культуры требуется техничка, вот и пойдешь туда. Ну и вот 17 июня 1966 году я пришла, меня принял директор, по тем временам был машинистов Владимир Васильевич, и даже ручки не было с синей пастой, я написала заявление красной.
И вот очень хорошо запомнила. Да, и с того времени началась моя трудовая деятельность. Ни одного дня я не жалела, даже несмотря на то, что, ну, техничка это очень тяжело, и это не сейчас, там и пылесосы есть, и там и швабры какие-то, и веники, все сейчас можно. А тогда все это было вручную, все это таскать на себе, но все равно мы продержались. Но в связи с тем, что я, видать, была очень шустрая девочка, меня начинали даже учить, как мыть полы правильно, как вытирать пыль. Вот. Посмотрели, что я очень старательна, и когда раньше в советское время наступало 50 лет любому ветерану, да, пенсионеру, его отправляли торжественно на пенсию. И освободилось место кассира в Доме культуры, и мне предложили. Ну и я пошла. И вот так кассир районного Дома культуры – это, можно сказать, профессионал. То есть там и кино обязательно было много-много лет. Потом это были и концерты, и спектакли, и конкурсы. Это и административная работа. Ну, в общем, короче, все, ножки, как говорится, в руки, и побежал по городу людям объяснять, что вот у нас то-то, то-то, то-то есть. Приходите к нам. С 66 по 76 год мы работали в старом районном Доме культуры. Все староалданцы его вспоминают. Почему вспоминают? Потому что это было место встреч. Это весь Алдан, да и люди с поселков приезжали к нам на все мероприятия, какие там были. А если были вечера, то народ собирался. По 500 человек, 500 на танцы приходили. Вы представляете, что это такое? И по 350 в зрительный зал на кино. И это все общение, это кто-то вышел с кино, кто-то вошел в кино, это вот по парку ходят, летом гуляют. Спустя 10 лет, в 1976-м, коллектив районного ДК отметил новоселье. Двери артистам, творцам и зрителям раскрыл новый Дом культуры. Галина Ивановна и сегодня с улыбкой вспоминает тот морозный декабрьский вечер, когда состоялся первый концерт. Морозы же раньше были не такие, как сейчас, сильно было холодно. И у нас старый Дом культуры топился котельной дровами. Ну и, видимо, как-то прокараулили, и вышла из строя вся аппарат, ну, я имею в виду отопительная система вся вышла из строя. И, ну, утром пришли, а там Дед Мороз живет. Ну и что, а этот начали уже строить с 66-го года. Вот это здание стали строить. Ну, почему-то по каким-то причинам заморозили его. Ну, а в связи с тем, что такая экстренная обстановка, то решили, надо срочно его строить. И вот мы 29 декабря, очень хорошо я это помню, день этот, 76 года, мы сюда зашли, работники культуры, красивенько, дружненько все перешли сюда. Ну и, конечно же, открытие. Так как все это в спешке, скорее, да, открыть надо, сделали вот гардероб наш, взяли и вешалки привинтили к стенке. Ну и шубы все повешали, это, представляете, 400 человек. Пришло, зал был такой у нас большой. И когда вышли с концерта, с этого мероприятия, то все шубы лежали, то есть вешалки все отошли от стен, гвоздочки все повыскочили, и шубы так лежали. Но никто не возмущался, потихонечку все нашли и разошлись по домам. Сейчас Дворец культуры Галина Ивановна называет своим домом и местом силы. А личный профессиональный путь наша героиня иногда отождествляет с лестницей, ведущей из фойе на второй этаж. Каждая ступенька символизирует не просто ту или иную должность и определенный круг обязанностей, а поставленные задачи и воплощенные в жизнь идеи, интерес и, конечно, энтузиазм. Ну, понятно же, есть люди, которые хотят чему-то научить, и я всегда говорю, не учите меня жить правильно. Профессиональная лестница начиналась с технички, потом вот кассир. Потом меня пригласили работать в кинотеатр. Я там работала методистом, потом директором. И так получилось, что помаленьку сюда опять пришла, потому что, ну, это мой дом, в котором я всю свою жизнь проработала, все время тянулась к нему. Вот я тут пришла и тоже работала директором, потом главным администратором, потом работала главным специалистом по работе с общественностью, потом просто администратором. Ну, вот, а последнее время, уже 6-й год, я работаю председателем Совета ветеранов. За 60 лет работы Галина Ивановна прошла все ступени профессионального пути. Четверть века трудовой деятельности было отдано сфере кино.
Все-таки кино начиналось с районного дома культуры, это был второй экран. То есть сначала шли фильмы, самые новые, шли в кинотеатре «Дружба». Или вот «Самородок» мы еще застали же, еще «Самородок» я еще застала, вот помимо «Дружбы». Там тоже работала, кассиром подрабатывала. Ну и хочу сказать, что народу всегда ходил. Очень много. Почему? В субботу, воскресенье к нам не попадешь. Сеансы начинались с 10 утра. Вот как сейчас помню, 10, 12, 2, в 4, в 6. А уже в 8 часов начинались танцы. Раздвигались скамеечки, и начинались танцы. Я могу вспомнить, что когда вышел фильм «А зори здесь тихие», это уже было еще в старом доме культуры, а у нас же электричество раньше там раз и нету. И ждешь, когда его включат. И вот выключили фильм, выключили свет, и фильм задержался ровно на 2 часа. Он должен был пойти в 10 вечера, а пошел в 12 ночи. И ни один человек не сдал билет, ни один. То есть они ходили по парку, гуляли и подождали, и вот потом досмотрели этот фильм. По подсчетам Галины Ивановны, количество посещений кинозала за период ее работы превысило 5 миллионов. После структурной реорганизации наша собеседница вернулась в должность администратора Дома культуры. Были фестивали всевозможные, кинофестивали были, приезжали к нам и артисты знаменитые, и танцевальный, и театр. И, в общем, было очень-очень много всяких кружков, чтобы народ мог заниматься. Вот очень знаменитый был у нас театр, начинался еще в старом ДК, а потом уже здесь вот театр романтики, где приходило около 40 человек. Одно из центральных направлений деятельности Галины Ивановны по сей день занимает общественная работа. В качестве депутата городского совета наша героиня решала и продолжает решать различные серьезные вопросы, помогая землякам. Масса ярких идей была воплощена в жизнь по линии женсовета. Будучи человеком увлекающимся, Галина Ивановна всегда стремилась открыть что-то новое. Многие районные праздники и конкурсы, например, такие как ярмарка урожая, лучший балкон и самый красивый двор, полюбились не одному поколению алданцев. Идей было очень много. Делали всевозможные мы праздники, и для детей делали. И тут как-то так получилось, что 5 июня у нас День экологии, да, и вот мы с нашим охраной природы, комитет наш, я решила для детей детского сада делать, вот именно такие экологические, уроки, показывать мультики им именно про природу, какие-то там викторины делать. И вот они к нам все время приходили. Каждая среда это был день для всех детских садов нашего города и района. Ну и потом как-то так экология, да экология. Ну а что, с чего экология начинается? Конечно, со своего двора, правильно? Экология начинается со двора. Я говорю, давайте, говорю, женсоветом сделаем такой, не ярмарку, а поход по городу и узнать, какие дворы у нас самые чистенькие, чем они выращивают, что они делают, наши женщины. И вот мы решили это сделать. Первая наша была вот эта выставка, ярмарка, да, самая первая, это была возле кинотеатра «Самородок», возле кинотеатра «Дружба» была, и там стояли всего 2 стола. И там бабушки принесли пучок лука, несколько морковок, несколько свеклы там, да, редиска, по-моему, еще была, и герань посредине, и все. Вот все это начиналось с этого. Ну, а потом постепенно все, вот уже 35 лет этой выставки ярмарки будет, она теперь превратилась не только в районную, но и к нам приезжает, и со всех улусов к нам приезжает теперь. Это большой сельскохозяйственный такой праздник. Самоотверженный труд, достижения и социально значимые свершения Галины Ивановны неоднократно отмечались на различных уровнях. Общее количество ее наград, грамот и благодарственных писем исчисляется десятками. Начинания нашей героини всегда поддерживали ее близкие. А семья у Галины Ивановны большая. С мужем они прожили 45 лет. Михаил Семенович был востребованным в Алдане мастером по ремонту и пошиву обуви. К слову, сама Галина Ивановна узнала имя суженого в юности. Встречу с будущим мужем ей нагадали подруги.
Дело в том, что моего Михаила Семеновича мне, перед Новым годом гадальщицы собрались и нагадали мне, что у меня будет муж Миша, что он работает в лесу. И как-то мы просмеялись, похохотали. Да, и мы тогда жили после пожара у людей, и даже нам нагадали, что у нас будет неблагоустроенная квартира. То есть нам дадут, но неблагоустроенную квартиру. Ну и так получилось, что вот в августе месяце пришла «Калина красная» к нам, фильм этот. Ну и вот пришел молодой человек. Все, и с той поры мы познакомились 4 августа, 21 мы поженились, и в 24 году было 45 лет совместной жизни. Супруги Красноусовы вырастили 4 детей. Сегодня наша героиня – счастливая бабушка 6 внуков. Ребятишек Галина Ивановна стремится приобщать к народным традициям и обычаям, поскольку в них сокрыты нравственные устои. Также, по мнению бабушки, важно формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, любовь к родине и уважение к ее героической истории. Галина Ивановна является артисткой народного хора «Ветераны Алдана» и бессменной участницей ежегодного культурного проекта «Вахта памяти». В рамках этой акции артисты хора дают концерты в школьных и студенческих коллективах. В 2025 году на «Вахту памяти» наша собеседница заступила вместе с внуком. Он очень активный у нас мальчик, да, и поэтому запоминает быстро все хорошо и не стесняется, главное, публики. Поэтому, когда вот много лет мы проводим «Вахту памяти» с народным хором «Ветераны Алдана» по нашим предприятиям, по нашим учебным заведениям, ну и решили как бы разбавить маленько стихами, чтобы молодежь была. И он с удовольствием со мной ездил и читал стихи как раз о войне. И ему это нравится, он с удовольствием это делает. Он и в школе также участвует во всех мероприятиях. Ну, а девчонки мои, две мои внучки, тоже в садике участвуют, тоже читают стихи. Вот в этом году меня пригласили, оказывается, у меня самая маленькая внучка уже тоже получила лауреатом по стихам стала. То есть она тоже стихи читает. Ну, вот. А так у меня получается 6 внуков, самая младшая 5, самая старшая 23. Вся жизнь Галины Ивановны прошла в Алдане. Здесь она родилась и выросла, здесь повзрослели дети и появились внуки. Однако семейные корни нашей героини берут начало в Польше. Ранее Галина Ивановна рассказывала свою историю. Ее родственникам по отцу был уготовлен печальный маршрут на Дальний Восток. В жернова сталинской машины репрессий семья Зейгерт попадала дважды. Правда, тайны прошлого Галина Ивановна приоткрыла сравнительно недавно, только в 2012 году. А началось все с того, что я решила найти родственников по своей девичьей фамилии Зейгерт. И когда через 65 лет я нашла своего родного брата, тогда я узнала, что его вся семья была репрессирована аж с Польши в город Владивосток. Позднее отец Галины отправился из Владивостока на север. Насколько он знал, в Южной Якутии велась золотодобыча, и заработки для голодного послевоенного времени на рудниках были достойными. А потом он приехал на север, да, видимо, услышал о том, что здесь золото, как это, сюда же все же съезжались, со всей страны, так сказать, сюда приезжали. И здесь он женился на моей маме. И когда я в 48 году родилась, его в 49-м также ночью трое товарищей пришли и забрали. И неизвестно до сей поры, что и как с ним случилось. Мама Галины, рассказывая об отце, в беседах не затрагивала тему его вины. Впоследствии интересоваться судьбами арестантов их близкие боялись, а семейные трагедии стремились спрятать глубоко в собственной памяти. Мама вообще ничего не рассказывала, потому что она тоже, раз и все, и нету. Был человек и нету. Потом, через некоторое время, она говорит, пришла тоже такая же вот записка, что в общем, погиб. Родного по отцу брата Галина Ивановна нашла через 65 лет. Знакомство с родственником позволило приоткрыть завесу семейной истории. Ну и тогда я поехала и встретилась с ним.
и с его родственниками. И тогда он рассказал, что вот так вот получилось, что они жили во Владивостоке. Он сильно так ничего не помнит, но знает о том, что действительно было очень трудно. Сначала, вспоминает Галина Ивановна, ее появление не вызвало у брата доверия. Предстояло прояснить множество вопросов, сверить детали и найти совпадения. Радость от обретения родных наступила позднее. Ну, единственный документ, который у меня был, что я Зейгрет Галина Ивановна, а отец у меня Иван Леонтьевич, было только одно единственное, это сохранившееся свидетельство о рождении. Вот. И тогда, когда посмотрели, поглядел, он сказал: да, ты наша. На берегу Японского моря Галина Ивановна нашла не только брата, она обрела большую семью. И племянники есть, и внучатые племянники. И в Германии живет его дочка. В общем, если так посчитать, мне кажется, она на пол Владивостока, потому что их же 4 было дядек. Ну, то есть, получается, как бы мои дяди, да? Кровные узы порой разрываются обстоятельствами, на которые человек не в силах повлиять. Ушедших десятилетий, кои оказались потерянными, конечно, жаль. Однако Галина Ивановна знает точно, осколки судьбы семьи можно вновь собрать воедино. Встреча, конечно, была очень душевная. Вы знаете, я хочу сказать, что если вы кого-то ищете, то ищите и всегда найдете. Вновь обретенного брата Галина Ивановна приглашала в гости. Однако приехать в Алдан, познакомиться с местами, где пролегла заключительная часть жизненного пути отца, ему не довелось. Впечатления же о брате от той единственной встречи у Галины Ивановны остались самые светлые. Такого оптимиста я еще не видела в жизни. Он очень жизнерадостный. Во-первых, еще как-то так интересно, у них все 4 брата, они все высокого роста, такие все красивые. И когда он меня увидел, он сказал: ты очень похожа на нашу бабушку. То есть вот та, которая в Польше жила, и вот потом жила во Владивостоке. Он до самого последнего времени работал. Оказывается, он даже работал в пароходстве во Владивостоке и по нашей линии. Очевидно, что оптимизм – это семейная черта Зейгерт-Красноусовых. Галина Ивановна убеждена, что в позитивном настрое и умении видеть прекрасное заключается главный и простой секрет сохранения жизнелюбия и желания действовать. А красота и добро окружают нас всюду –